привет. Сегодня, какое сегодня, кстати? 10. Сегодня 10 июля, 25 год. Ну что, утро настало. Ночевал в гостинице на автовокзале в Сусумане. Ночью подселился человечек. Все, едет. Не туда уехал, и, короче, ему надо вернуться немножко обратно. Вот сейчас машина за ним придет или как-то заберут и уедет. Ну что, проснулся поздно. Что-то зато я выспался. Время 10, вот 10:30, в 10 проснулся. Думаю, нет, не поеду сегодня. Поваляюсь здесь. Да еще думаю такой, то ли вернуться назад в Кадыкчан посмотреть. Город заброшенный. И потом свернуть на Омчук, вот на эту трассу. Тиньке или как ее там зовут. Или уж ехать дальше. Дальше до Ягодного 105. Ну тут перевалы, там Бурхала будет. В Бурхале 70. Но перевалы тоже. Блин, я по такой дороге 70. Сейчас уже поздно. Я думаю, завтра поеду с утра. Пораньше встану, не как сегодня. Пораньше встану, выйду, там посмотрю. Либо в Бурхале останусь, либо до Ягодного доеду. Ну а сегодня, что, сейчас пойду поем где-нибудь. Сальца сейчас доем, салон с хлебом. Перекушу на завтрак с чаем и пойду в город. Там где-нибудь пообедаю, посмотрю. Сейчас выхожу, автовокзал же тут. Раз автобус стоит, Магадан. Сусуман, Магадан. Ну, ходит автобус большой. А отсюда до Уснера уже, по-моему, только эти. Ну, маршрутки гоняют. Таксисты вот эти на маленьких. Да я провел, думаю, как вел. Тут-то в автобус его раз в багаж затолкал. Сам сел, уехал. Ну, раз в день, я так понимаю, автобус ходит. Обратно же надо будет как-то ехать. Ладно, туда бы доехать еще. Ну, все, пока. Давай завтракать, пойду чайник вскипить. Не чайник тут, да, чайник. Чайник вскипить. Вчера так и не воспользовался. Колу допил. И все. Ладно, завтрак. 12:15. Вышел в город погулять, продлил гостиницу. 2000 стоит. Решил завтра ехать. Все, пойду досмотрю. О, сегодня солнышко. Завтра проливной дождь обещают. Завтра, послезавтра. Непонятно как. Ну а сегодня жара, пылища. Дойду он сейчас до дальнобойщиков. Узнаем, может быть, обратно придется ехать через них. До сюда автобус ходит. Поговорю сейчас. Что-то как. Вот. Да, городишко маленький, 4000, что ли, живет. Около того. Вчера все посмотрел с пацанами, пацаны все показали. Но сегодня еще в таежник сейчас женщины на вахте сказали. Говорит, зайди посмотреть там. Типа музея. Что-то такое. Да, ветерок. Вот мне туда ехать, он как раз встречный. Но сегодня пусть дует. Там будет видно. А мы идем вон к тому постаменту. На постаменте стоит машина. Газик или ЗИЛ, что-то. Сейчас. Да, ветрища вон какая. Пылище, ветрище. Все. Ну вот, дошли до постамента. Вот табличка есть, сейчас все узнаем. Татра 111. Это автомобиль, проработавший на автобазе 25 лет. Установлен в честь творческого содружества завода Татра и Берилевской автобазы. Татра. Вот такие Татры работали по 25 лет. Ладно, вон там полиция. Горы. Тут дальнобойщики встают. Так что можно будет и поговорить, если понадобится. Ну что, нам куда-то туда, вон в те горы. Перевалы. Пойдем гулять.
дальше смотреть. Дошел до отделения полиции, а тут вот мотоцикл. Милиция написано. С мигалкой, все дела. Ага. Вот такой вот он мотоцикл. Да. Отлично. ГАИ написано еще. Вот. Ну а мы дальше. А тут вон такие клумбы интересные. О. С ковшей. Понимаю. Клумбочки. Прикольно. Так, ну мы куда-то туда сейчас дойдем до школы. Посмотрим, что за школа у них. Оставшаяся одна из двух. А тут торговый центр. Ну вот здесь около полиции бюст. Комарецкий Павел Григорьевич, погибший в 1955 году, младший. Кто он там, младший сержант, погибший при выполнении служебных обязанностей. Ну вот, пришлось протереть. Такая вот пылища. Ну вот. Ну вот я и на рынок попал. Маленький такой рыночек. Узбекская кухня. Арбуз. О, арбузы есть. Блин, сколько их сюда везти надо. Жесть. Блин, ну огромные арбузики. Картофель. Водичка. Ну, как всегда. Помидорки. Все есть. О, ананасы, бананасы. Виноград. Все есть. Все, что хочешь. Лук 135 рублей. Картошка 120. Ну вот. Арбузы почем? Ладно. Посмотрели. Так, кафе, шашлычок, тандыр, самса. Вот такой маленький рыночек. Так, ну что, заглянем, посмотрим, что здесь. Вот Советская улица, такие двухэтажечки стоят. Ну вот это похоже и школа, и садик теперь у них. Или как это, или просто две школы здесь, начальная и средняя. Раньше, говорит, было отдельно все. Вот. Так, баскетбольная площадочка стоит, тренажеры есть. Там что-то загорожено. Что загорожено? Непонятно. А посмотрим. Вот вход. И есть вход. Напротив Озон. Угу. Пошли. Зайдем на Озон. Советская 27. Ну да. А, ну это что-то круг какой-то. Просто круг, не стадион. Прикольно. Дом детского творчества. Самарский городской округ. Так. Здесь у нас интернет, видеонаблюдение, кабельное телевидение. Так. А это станция юный техник. Ага. Так, это все не то. Ну да, здесь, наверное, линейки какие-то. Запускали эти, как оно, самолетики-то. Авиамоделизм. Кружок, наверное, был. Сейчас не знаю, есть, нет. Вот мы вышли. Ага, вон тут еще куча зданий. Пошли. Блин, чуть выключился. Смотрю, тут самолет торчит из здания. Ил-18. Так. Забавно. Ну да, прям вот взяли и вмонтировали. И пристроили. Такой пристрой к Дому творчества. Кусок самолета. Ну, крыльев нет только, чтобы спеть под крылом самолета. Да. Ну ладно. Так, а это что за здание? Ну, тоже похоже. Ну, пойдем, обойдем. Тут что-то. Ну да, это вот школа. Ребятки, он спросил, крикнул. Говорит, да. Управление по делам молодежи, культуры и спорта. О, спорткомитет. Администрация Суманского
района Магаданской области. Комитет по образованию. Все здесь, все в одном. Понятно? Так. И как туда пройти? Непонятно. А здесь здание вот такое обшито. А здесь вот по сетке на окнах. Похоже, здесь спортзал. Да, где-то он шпалами завалено. Окна заставлены. Ну, я надеюсь, это не беговая дорожка. Песочная. Ой. Так. Обходим. Так, лестница пожарная есть. Это хорошо. Это выход запасной, я так понимаю. Сейчас мы дойдем все-таки до куда-то. Так. Ну да, спортзал на отшибе. Пойдем. Блин, я тут на лагерь дневного пребывания или как, или площадка. Детишки найдут с воспитателями. Школы. Средняя образовательная школа номер 1, город Сусуман. Блин, ну пустить не пустят, наверное, но посмотрим. Народный музей истории Дальстроя, музей СССР, время работы с 10. Здание построено в 51-м, ранее здесь находилась средняя школа, впоследствии школа-интернат. Сейчас авиакасса, Валберес и музей. Зайдем, посмотрим. Так, о, это музей. Исторические находки нашего края. Да. Самоварчики. Сейчас все снимем быстренько. Карты. В это здание, бывшей школе, потом в школе-интернате учились такие известные люди, как Яковлев Вячеслав, заслуженный мастер спорта по боксу, абсолютный чемпион СССР в тяжелом весе 79, 81, 7 году, обладатель бронзовой медали на чемпионате мира в 86 году, победитель в 85-м, финалист Кубка мира в 87-м, финалист чемпионата Европы, ныне вице-президент Федерации бокса Санкт-Петербурга, и Шифрин Ефим Залманович, артист российской эстрады, актер, автор книги «Личное дело» Ефима Шифрина. Для справки, Ефим Шифрин – сын репрессированного сталинским режимом. И Казачков Сергей Александрович, доктор медицинских наук, живет и работает в Москве. Татьяна Федина, чемпионка СССР по любой стрельбе в 1971 году. Вот, тут учились. Понятно. Ну вот, тут продолжение. Янтарь, туф, кварцит, в общем, минералы. Узником Колымы. Рудник Днепровский. Ну да, вот. Кружки, ложки. Так, тут магазинчик. Уют. Тут фотоработы у них. Всякие. Да. Продают картины. Так. Здесь все ясно. А мы сюда посмотреть, что здесь. Угу. Так, это что у нас такое? Маска скорби на сопке Магадана. Ну, еще доехать надо. Карта лагерей Дальстрой на территории Сусуманского района. Да. Ну вот, Мяунжа, Беликан, Сусуман. Нет, Сусмайчан. Светлый. Берлех. Беличан. Вот Сусуман. Ну да, перевал. Мяунжа, Кадыкчан, Аркагала, Кандония, Почтовый, Усть-Хачкан. Ну вот так это все. Приветливый, бурный, озерный. Ну да, вот так. Где-то вот отсюда. Я вчера забрали меня, и вот Мяунжа, Кадыкчан. И пошел путь по старой Колыме. Так, а это карта лагерей Магаданской области. Ужас. Куча. Подписание договора между СССР и Китайской Народной Республикой 14 февраля 1950 года. Художник Вехтинский с бригадой 4 художников. Картину предоставил пенсионный фонд Сусумана в лице
Такого вот нашитых холста художник заключенный молдаванин, перц из поселка Арек Кедровый. Ну, вот такая картина. Так, надо отойти и показать ее. Вот. Вот так она это выглядит. Подписание договора. Ну а здесь ЗИС, передняя решетка радиатора. Ну и мех технический. Челбанья. Ну да. Ну вот так вот. Это что они такие? Перфораторы. 57 год. Принес неизвестный. Нашла смена Зазу и Сергея. Другой. Да. В общем. Ну вот так вот. Можно посмотреть. Вот, пожалуйста, 10 червонцев. Угу. Чайник, карбидка, датчики. Ну все ясно, отлично. Ну а тут сейчас загружают в магазин, что-то привезли продукт. Ладно, посмотрели. И это что такое у нас? Аккумуляторный фонарь для работы в шахте забоя поселка Беличан. Вытащили из скрубера. Да. Иду вот в досуговый центр туда. Ну а здесь вот такая площадочка, арка, олени зеленые, ну детский городок, ясно. Баскетбольный вон щит, олень, магазинчики кругом вон, продукты. А вот тут олени, а вон там медведи. Угу. Да, как-то вот так они тут. Горки, карусельки, качельки. Можно отдохнуть. Ну. Так. До медведей дошли. Медведи. Два. Все парами. Ну а мы в центр. Досуга. Районный центр досуга народного творчества. Ну что, детский фильм прошел, а больше ключей у них не пришло. Включить ничего не могут. Короче, сегодня кино не будет. Не удалось посмотреть фильм. Все с ума не. Ладно. Пойдем по магазинам. Дом одежды. Но что-то совсем все плохо. Внизу были продукты. Не работает. Куплю рога, бивни, вон написано зато. И рога, и бивни купят. Остальное нет. Так, прохожу опасненькое местечко. Что-то меняют трубы, похоже, здесь вон, да, привезли. А я иду в магазин Геолог, а вот рядом столовая номер 1 и магазин Фея. Даже не знаю, куда идти. То ли в Геолог. Начнем со столовой. Прикольно, столовая номер 1, такая маленькая дверь. Только для посетителей столовой. Нет, оказывается, выше надо идти. И выше мы найдем столовую. С 8 до 8. Зашел в столовую. Ну, в общем, 4 столика. Небольшая столовка. Вид из окна приличный в эту сторону. В другую там разруха. Ну, что сегодня у нас на обед? Борщ. Капуста с печенью. Ну и компот. Это я завтра в дорожку взял себе немножко. Вдруг перевалы будут сложные. Подкреплюсь. Все. Едим. И вам приятного аппетита. Ну вот дошел до мини-футбольного поля. Ну, комплексные. Вон у них стойки тут волейбольные. Сеточка натянута. Разметка вон. На растяжках. Вот так вот. Ну а здесь комплекс спортивный, я полагаю. Сейчас дойдем и до него. Вот Суманская спортивная школа. Дошел я до нее.
Спортивный комплекс. С 9 до 10. Вовнутрь не пойду. Ну, начинается вечер, так сказать. Тут у них не знаю, что со временем. Сейчас посмотрю. Да, 7:30. Время 7:30. Сходил на ужин в столовку. Перекусил. Вернулся, смотрю телек. Смотрю, сел. Ну, сейчас буду собирать вещички. Сейчас сумочки буду упаковывать, чтобы завтра загрузить. И в поход. Едем дальше. Ну, опять какой-то сосед должен заселиться. Он заселился, вещи бросил, куда-то ушел. Ну, сегодня тепло было. С утра-то 11, 13, ну, потом 19 днем, да. Ну, сейчас вот. Сейчас, наверное, опять градусов 17, наверное. Да, такая тут погода. Ладно, будем готовиться к завтрашнему дню.